На экране ставшие уже архивными кадры танца у моря в исполнении золотого первого состава народного ансамбля «Гулун». Начало ослепительного взлета и звездного пути всеми любимого коллектива. Корякский танец, самый яркий и зрелищный. Один момент всегда заставлял наши сердца замирать, когда хрупкую девушку подбрасывали далеко вверх на шкуре. Так коряки в жизни высматривали косяки рыб и фонтаны китов в океане. Мадлена Николаева пришла танцевать в Гулун еще совсем юной. И именно она была этой бесстрашной девушкой с длинными косами и с особенной грацией. Изнурительные репетиции, преданность и дисциплина, когда каждый шаг и движение отточены до совершенства. В итоге артистам рукоплескали не только на родине, но и далеко за ее пределами. Сегодня Мадлена Николаева серьезный руководитель и наставник молодых, но, как и 30 лет тому назад, блистает на сцене в искрометных танцах. В Гулуне мы прошли очень, наверное, такую школу жизни, можно сказать. Как закалялась сталь, так и нас тоже Гулун закалил. И, конечно, это мне очень помогло в моей будущей деятельности. Изначально, конечно, моя деятельность была связана с медициной. Потом очень круто все поменялось в сторону культуры. Как говорится, судьбу не обманешь. Поэтому получилось так, что я полностью ушла в культуру. И, конечно, опыт, который я приобрела, танцуя и работая в народном ансамбле танца «Гулун», конечно, мне очень сильно помог. Вы были одной из первых солисток, как я уже сказала. Девушка с самыми длинными волосами. Да, было дело. Девушка, которую подбрасывали на шкуре очень высоко. И все ждали этого момента, все хотели посмотреть, потому что девушка была очень бесстрашная. Да, наш танец у моря корякский всегда, конечно, производил ажиотаж и во время гастролей, и здесь у нас в родных пенатах, как говорится. Поэтому, да, было такое. Страшно было летать? Нет, абсолютно не страшно, потому что было абсолютное доверие мальчикам. Мальчики всегда подлавливали, если даже куда-то немножко, может быть, траектория менялась, движение, они всегда подлавливали. Нормально, поэтому ни разу не было? Нет, ни разу не роняли, не было никогда такого. Любовь к танцам, к искусству, к культуре, наверное, я впитала с молоком матери, потому что моя мама, девичья фамилия Винокурова, по мужу Николаева, Мария Николаевна, она окончила Улан-Удэнский институт культуры в городе Улан-Удэ, и была хореографом. И, конечно же, я маленькая, то же самое, я воспитывалась, как и мои дети, в Доме культуры. Естественно, это все я впитала вместе с молоком матери. И поэтому я сказала, что от судьбы не уйдешь. В самом начале я очень хотела, я мечтала. И украдкой, я помню, подсматривала в колледже культуры, как ребята, девочки, мальчики стоят у станка, работают. Мама моя не хотела, потому что, она представляла, потому что культура одна из самых неблагодарных, наверное, профессий, когда все отдыхают, ты работаешь. А всем кажется, что это все легко и просто, не зная всех, как говорится, нюансов нашей профессии. Поэтому она не хотела, наверное, мне такой судьбы, но, тем не менее, получилось так, как получилось. Народный ансамбль танца «Золотинка» существует более полувека, и из них 17 лет Мадлена Васильевна является бессменным художественным руководителем. «Золотинка» давно снискала любовь своего зрителя, а репертуар у них самый разнообразный и интересный. Я пришла в народный ансамбль танца «Золотинка». В свое время это был легендарный ансамбль, известный на всю республику, и наши аксакалы танца Геннадий Баишев, Ангелина Лукина, они знают основательницу нашего ансамбля Веру Гаврилевну Цыганок.
В свое время это был очень сильный коллектив. Был создан в 1961 году как балетная студия. И потом вот разросся, и через 10 лет они подтвердили звание народный. Я пришла, конечно, уже в период нестабильной жизни. И было, конечно, очень сложно поднимать ансамбль. Но я, как говорила, что опыт работы непосредственно в ансамбле мне очень пригодился. Школа Любовь Алексеевны Никитиной, как говорится, закалила. И несмотря на все, сейчас ансамбль «Золотинка» достаточно уже узнаваемый у нас в республике. Не только в нашем районе, является лицом нашего района. Поэтому, конечно, очень приятно смотреть на плоды своей работы. И опять, как в юности, репетиции, разминки и долгожданные выступления на сцене. И снова Мадлена со своим партнером Кириллом Игнатьевым кружились в танце, как в первый раз. Ради этих драгоценных мгновений она приехала из Аймикона, а он из далекого Оленька. Это, конечно, да, очень волнительно, потому что, это прекрасная возможность прикоснуться, как говорится, к прошлому, увидеть своих друзей, потому что Гулун – это нечто особенное, это как большая семья, где ты приобрел своих верных друзей, товарищей. Мы прошли вместе, как говорится, и через огонь, и воду, и медные трубы в период становления. Поэтому это, конечно, очень волнительно. И зрители тебя запомнили, как говорится. Это очень большая ответственность перед зрителями, в свою очередь. Поэтому не хочется их очень подвести. Вот вы были такой звездочкой яркой. А была ли у вас звездная болезнь? Ведь Гулун гремел. Ой, вот я всю жизнь боялась вот этого. Потому что Любовь Алексеевна, она такой достаточно жесткий, строгий и требовательный руководитель. И всегда, я помню, она говорила про звездность, про все остальное. Если раньше тогда мы не осознавали, наверное, что такое вообще медные трубы. Это уже потом, наверное, сознание пришло, и я всегда очень боялась. На самом деле нет, наверное. Я всегда старалась контролировать себя. Но было очень приятно, когда на улице узнавали и так далее, что вот едет там девочка из Гулуна и так далее. Было приятно очень. Но, тем не менее, мы были очень дружны всем коллективом. Мы все друг другом, я помню, что на больших мероприятиях и так далее всегда водили общие игры, асохи, хороводы, эджа и все остальное. Поэтому звездной болезни как таковой, наверное, не было. Любовь Алексеевна была очень строгая, и поэтому уже будучи наставником своим детям, я тоже всегда, конечно, к этому достаточно. Если Любовь Алексеевна видела где-то какие-то зачатки этого, сразу это все пресекалось на корню. Поэтому сильно, мне кажется, ни у кого такого, наверное, не было в то время. И эти бабочки в животе, как говорится, перед выступлением, да. Но я и сейчас продолжаю выступать в составе уже своего ансамбля, в составе молодежной группы. Поэтому эти ощущения... Вообще, когда я приезжала на каникулы, я помню, во времена студенчества, я скучала по сцене. Иногда работая по дому и так далее, мне резко хотелось выйти на сцену и танцевать. Поэтому, конечно, этого есть такое...
Северные танцы — это, конечно, вообще особый колорит, особый дух. Он не похож ни на один другой, наверное, танец. И да, это нужно танцевать и душой, и сердцем, чтобы передать ну, вообще весь этот дух, эмоции, колорит, все остальное, чтобы зритель почувствовал, как говорится, и был контакт, обмен энергией. Поэтому северные танцы — это, конечно, прям особая любовь. Любовь с первого взгляда и любовь на всю жизнь. Если говорить о любви, супруг как относился к тому, что вы танцуете в Гулуне, частые отъезды, частые командировки у вас были, выступления? Ну, скажем так, изначально он знал, кого берет. Любовь Алексеевна тоже говорила, помни о том. Я помню, был один раз такой вот разговор тоже. Но хочу сказать, что я очень благодарна судьбе, потому что мне попался достаточно понимающий супруг. Не каждый, наверное, выдержит тот темпоритм культурного работника, когда постоянное отсутствие дома, когда не успеваешь, как говорится, дать внимание своим близким непосредственно. Поэтому благодаря тому, что я руководила ансамблем, я имела возможность, мои дети, мои сыновья, у меня 2 сына, они у меня тоже танцуют. Вот, и благодаря тому, что они танцуют, я имею возможность хоть как-то с ними общаться, как говорится, потому что бывает так, что уходишь утром, приходишь поздно вечером. Вот, и в этом плане, конечно, супруг меня помогает, поддерживает, за что ему очень благодарна. Как вы проводите отпуска, совместный отдых у вас какой? Хобби, может быть, и что-то, какие-то традиции семейные соблюдаете? Семейные традиции у нас, наверное, такие же, как и у всех. Совместные праздники, пикники. Что-то, конечно, особенное. Наверное, скорее всего, нет. У нас обычно все традиционно, как положено. А так, допустим, и в силу своей работы не всегда успеваешь, конечно. Поэтому хотя бы вывести детей на природу, пообщаться вместе или поехать куда-то вместе, это, конечно, совместное проведение отпуска. Это время тишины, уединения, чтобы как-то вот был контакт, как говорится, не потерять контакт со своей семьей. Нет желания уехать из Аймекона? Уехать из Аймекона. Если только какие-то обстоятельства заставят. Я очень люблю свою малую родину. У нас прекрасная природа, люди. Я люблю свою работу. И нет, такого никогда не возникало. Я всегда скучаю по своим горам, по своей природе. Поэтому у меня из окон все это видно, все останцы, как говорится, киселяхи. Поэтому, конечно, я ни на что, наверное, не променяю, разве что если какие-то, говорю, жизненные обстоятельства не заставят, может быть, переехать куда-то. Так нет. Считаю себя очень счастливым человеком, что живу, родилась в Аймеконе, живу там. Наверное, в прошлой жизни сделала что-то очень хорошее, да, что я родилась в таком месте, и меня окружают очень хорошие, отзывчивые, теплые люди. Светлые. Там же очень холодно. Я бы не сказала. Нам как-то, наверное, мы уже привыкшие. Наоборот, бывает, скучаешь по холоду. У меня сейчас сын учится в Екатеринбурге. Он говорит, и так скучаю. Мама говорит, по снегу, по холоду. Здесь, говорит, все дождь, слякоть. Непонятно, какая погода. То ли зима, то ли осень, то ли весна. Вот, и всегда, конечно, скучаешь по морозам. Я, наоборот, всегда очень радуюсь, потому что снег, когда выпадает снег, он, как говорится, очень украшает, он как покрывало, все закрывает, все неприятное глазу, все становится белым-бело, как-то, не знаю, тепло, уютно, наоборот, становится зимой. Коллектив у нас очень многонациональный. Основной, наверное, костяк у нас русской национальности, украинской национальности, кавказской, молдаване есть, якуты,
Малочисленных народов, наверное, мало, но они тоже есть. Поэтому детям, когда им очень интересна на самом деле северная культура, история родного края, поэтому дети танцуют с удовольствием. У меня дети разных национальностей могут водить и хэджи, и асохой. Им очень это нравится. И они с очень большой отдачей и интересом, конечно, все это изучают. Как вы относитесь к таким разговорам, которых сегодня очень часто можно услышать, что перемешали все: музыка корякская, костюмы чукотские, движения венские, там, или наоборот шапка венская, костюм венкийский. Это имеет место быть? Это имеет место быть, я, конечно, соглашусь, но Любовь Алексеевна всегда очень трепетно к этому относилась, очень строго. Она очень, вообще ее такое, конечно, смешение всегда возмущало. И это, естественно, передалось и нам. Поэтому я тоже стараюсь соблюдать чистоту и движений, и костюма, вообще как бы самобытности непосредственно определенной национальности. Поэтому отношусь к этому очень с большим трепетом и ответственностью. То есть те, кто прошли школу Любовь Алексеевна, они никогда не допустят? Они никогда не допустят, я думаю, да, в зависимости от того, кто бы это ни был, где бы он ни работал, он никогда этого не допустит, и он сразу увидит, как говорится, распознает. Поэтому мы даже, будучи еще танцорами, я помню, что мы всегда вот возмущались, если видели что-то вот такое вот, скажем так, такую несправедливость. Это перешло все равно от Любовь Алексеевны, конечно. Что мы в Гулуне прошли прям непосредственно школу жизни. Мы научились и дружить, и любить, и шить, быть преданными своему делу. И я своим детям тоже стараюсь привить. В общем, я как преданный последователь Любовь Алексеевны, конечно, этот опыт дал мне очень большой багаж, наверное, с которым я с удовольствием делюсь со своими детьми. И поэтому у меня тоже и мальчики, и девочки умеют шить, обращаться с бисером, знают тоже какие-то вот нюансы, тонкости, могут в этом разбираться. Поэтому за что я очень сильно благодарна, конечно, своему родному ансамблю, непосредственно Любовь Алексеевне. Поэтому, несмотря, как говорится, на 1000 километров, мы приезжаем, чтобы отдать дань уважения и благодарности своему руководителю и своему родному ансамблю. Очень приятно было сегодня с вами встретиться с одной из самых, несомненно, самых ярких звездочек Гулуна 90-х, 2000-х. Получается, да? Да, спасибо большое, очень приятно. В своем родном Гулуне я провела незабываемые 12 лет и, конечно, всегда вспоминаю с большой теплотой, любовью свой родной ансамбль, непосредственно Любовь Алексеевну. И вообще участие, конечно, в ансамбле, это было незабываемо и дало нам очень большой, наверное, и жизненный опыт, и багаж, и друзей, вообще знаний, непосредственно благодаря Любовь Алексеевне, нашему руководителю. А можете вы сейчас вспомнить какой-нибудь интересный случай из практики той гулунской? Может быть, в поездках где-нибудь что-то вот происходило? Вы же очень много гастролировали по всей Европе, скажем, да? Да. По всем этим странам. Были, конечно. Были много всяких разных у нас происшествий, конечно. Сейчас мы вспоминаем это все с большой любовью, юмором, наверное, каким-то. В то время, может быть, это было не прямо, наверное, так смешно. Это бывали разные казусы. И при выступлении тоже. Моя первая поездка в Европу, я помню, она у меня не удалась.
в составе «Золотинки». Я была несовершеннолетняя, и там как бы по такому стечению обстоятельств получилось так, что я не смогла выехать вместе со своим коллективом. И потом уже, когда по приезду и ехали, собирались тоже в поездку, я помню, другие коллективы, там уже непосредственно все и совершеннолетние, и несовершеннолетние, у всех была вот эта вот доверенность. У меня вот как-то вот это вот прошло, в общем, упустили, потому что я в свое время, я закончила школу очень рано. Закончила рано, и, наверное, мне тогда было вот 17 лет. 17 лет, до 18 оставалось-то всего ничего, и как-то это, видимо, упустилось из виду, и получилось так, что это, конечно, был большой стресс, но сейчас уже как бы вспоминаешь это немножко уже с такой точки зрения, что это тоже был хороший опыт. Зато сейчас, как говорится, когда у меня свой коллектив, если, может быть, этого опыта не было, возможно, тоже где-то что-то могло быть, как говорится, но почерпнув урок из этого опыта, сейчас стараемся все это предусмотреть, очень тщательно отработать все это с документами, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому и плохой опыт тоже опыт, как говорится. Главное подняться, тряхнуться и пойти дальше. Что бы вы хотели пожелать новому составу Гулуна, который сегодня репетирует уже в поте лица, работает, везде выступает, и уже опять Гулун звенит? Я им пожелаю новых творческих свершений, преданности, верности своему ансамблю, чтобы тот огонь, который разжигает наш народной ансамбль танца Гулун, он у них горел на протяжении всей их жизни, освещал им дорогу, потому что это бесценный опыт. Бесценный опыт, и, конечно, работать с человеком-легендой, как Любовь Алексеевна, это дорогого стоит, и поэтому нужно внимать всем, наверное, словам, что говорит Любовь Алексеевна, как она интересно и увлекательно рассказывает о танцах, то или иное движение, все у нее понятно, разложено по полочкам, и тогда вот приходит, наверное, сознание и о том, что ты делаешь какое-то важное дело, участвуешь, вносишь частичку, как говорится, себя, свой вклад в развитие, сохранение культуры северных народов. Спасибо большое. Спасибо.